Отчаяние привело жителей села Заречное Зерендинского района в нашу редакцию. Люди оказались действительно в непростой ситуации. Дорога, которая связывает село с областным центром, размыта мощным речным потоком. Здесь протекает река Чаглинка. Небольшой пешеходный мост, построенный 2 года назад, пришел в негодность. Он сильно раскачивается ветром. Дошло до того, что родители не разрешают своим детям переходить мост в одиночку. Есть и объездная дорога, но и здесь не все гладко. Мало того, что этот путь в 2 раза длиннее, качество дорожного покрытия внушает опасения сельчанам за свои автомобили. И все бы ничего, жители дальше могли бы выбрать наиболее оптимальную для них дорогу к областному центру, скрипя сердце, ехать по колдобинам, идти пешком. Но я напомню вам, речь идет о жителях села. Большинство социально активного населения, которого работает в Кокшетау, легковые машины, конечно, имеются здесь не у всех. Проблема эта возникла не в одночасье. Вот уже 5 лет продолжается мучение зареченцев. Конечно, строительство моста – это дело весьма дорогостоящее. Но самое возмутительное в этой ситуации то, что село не обслуживается ни общественным транспортом, ни службой скорой помощи. Наши корреспонденты встретились с сельчанами и удостоверились в том, что их ежедневный путь на работу – испытание не из легких. Село Заречное расположено от Кокшетау всего в 14 километрах в Зерендинском направлении. Но путь до областного центра занимает у зареченцев несколько часов. Все дело в том, что дорога Кокшетау-Зеренда, связывающая населенные пункты между собой, разрушена мощным речным потоком. В 2009 году здесь был построен 55-метровый пешеходный мост. За 2 года интенсивного пользования он стал сильно раскачиваться. Мы уже давно здесь живем. Здесь все 90% работают в городе. Все в городе работают, а нету моста у нас. Вот мост построили, но он ненадежный вообще-то. Чтобы машины проезжали, а чтобы нам проехать, нам надо ездить через другой конзавод, там уже далеко для нас это. В зимние дни зареченцы легко выбирались в областной центр, потому что на автомобилях передвигались прямо по застывшему льду. Но с приходом весны и эта дорога жизни пришла в негодность. Чтобы разобраться в этой проблеме, мы связались с акимом сельского округа. Будущее села Заречное, я думаю, есть, и оно само по себе показывает, потому что движение, миграция идет, люди переезжают. В самом Заречном в данный момент 340 населения, жителей, 120 дворов из них. Перспектива в самом Заречном есть, магазин имеется, школа есть. А это дорога, связывающая село Заречное с областным центром. Вы сами можете убедиться в ее тревожном состоянии. Первые весенние дни привели ее в негодность, но ситуация с мостом повторяется из года в год. Редкий водитель рискнет пересечь реку и повредить свой автомобиль, ведь он чуть ли не единственная материальная ценность простого жителя села. Но сложности не только в том, чтобы добраться до места работы. Путь к кладбищу тоже затруднен. Мы переживали, как будем хоронить, как доберемся до кладбища. Заранее позвонила в акимат, но мне сказали, что о проблеме знают, аким в курсе. В итоге мы взяли с собой высокие резиновые сапоги и в них переправлялись. Вода доходила до спины. Есть и другая дорога Кокшетау, объездная, состояние ее вполне удовлетворительное, только вот длина путей по ней увеличивается почти вдвое. Одна полоса дороги ухабистая, для того, чтобы добраться до Кокшетау, сельчанам приходится обогнуть еще 2 населенных пункта. Для аульчан, считающих каждую копейку, это дополнительные затраты, особенно если учесть недавнее подорожание цен на бензин. Кандидаты в депутаты перед выборами обещали восстановить так необходимый жителям мост, но предвыборные обещания, как это часто бывает, после выборов были забыты. Все они, когда баллотировались, сказали, если мы пройдем, депутаты, значит, мы поможем строить. Когда они прошли, значит, они говорят, средства нет. В 2007 году в газете «Единство» был опубликован отчет акима района. В статье говорится, что бюджетных средств не хватает на ремонт моста. Выходит, проблема была актуальна и 5 лет назад, и до сих пор не решена. Как следствие, сельчане не обслуживаются ни общественным транспортом и даже службой скорой помощи.
Автобус к нам не ходит, говорят, что опасно к нам добираться. Здесь родились и выросли, здесь дети наши. И у нас одна и та же большая проблема – это мост. Сначала у нас здесь ходил паром, но мы все-таки выходили, нам поставили переходной мост. А теперь у нас мост опять смыло, и ни машина, ни скорая помощь, никто к нам не может подъехать. Если нам нужно в город, надо ехать делать большой круг давать. И это очень неудобно. Здесь уже стало привычным то, что беременные женщины при приближении срока отправляются к родственникам в Кокшетау, ведь скорой медицинской помощью зареченцы не обслуживаются. Если по нашей трассе вот ехать дальше смотреть, прекрасная деревня. Они не развалины, у них все есть, мосты есть, дороги есть. Но у нас же ничего нету, хотя мы живем рядом с городом. Пока проблема не решится, люди будут ходить по этому мосту, который колышется от каждого дуновения ветра. К слову сказать, родители опасаются отпускать своих детей по этому мосту одних. Но несмотря на каждодневные трудности, здесь верят, что ситуация улучшится. Айнагуль Тимирханова, Расул Талгатова, Данияр Жумагулов, Апта.